Устоявшаяся жаркая погода, отсутствие дождей и пресловутый человеческий фактор породили масштабные пожары в Центральной Якутии. Минздрав Якутии рекомендует прислушаться к советам специалистов. Тут страдают не только больные люди, но и здоровые. Рекомендуем закрывать все окна, двери. Сейчас в продаже имеются специальные респираторы от задымления. Но если их нету под рукой, да, можно воспользоваться подручными средствами. Это 4-слойная марлевая повязка, которая необходимо ее увлажнить. Сейчас особенно страдают больные с бронхолегочными заболеваниями, такими как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Отмечаем, необходимо увеличить дозу базисной терапии. Необходимо обильное питье, но тут предупреждаем, что газированная вода она не подходит, необходимо употреблять негазированную воду. Использовать увлажнители воздуха и использовать сплит-кондиционеры, но не при температуре 16-18 градусов, как мы сейчас привыкли использовать, а где-то на 20-21 градус при кондиционере. Теплый. Потому что при холодном воздухе, если все изучали физику, то воздух имеет свойство устремляться где холодно. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение с завтрашнего дня продлить прием дежурных врачей в выходные дни по городу Якутску до 17 часов вечера. Поэтому все граждане, почувствовавших отрицательное воздействие задымленности в нашем городе, могут обратиться напрямую в поликлинике города Якутска.